Ранее, во время предварительного следствия, гражданка России Жанна Князева сообщила о присутствии в первые дни после случившегося в их с Демуром Ахалая доме гостя, который хромал и которому требовалась медицинская помощь. По версии стороны обвинения, неназванным гостем был Беслан Бганба, получивший травму во время совершения преступления. Слова Жанны Князевой подтверждала и другая свидетельница, Кристина Авицба, являющаяся ее подругой. Авицба ранее сообщала суду, что эту информацию Князева рассказала ей в личной беседе. На прошедшем заседании Жанна Князева отказалась от части показаний. Свидетельница заявила, что в ходе дачи показаний на нее оказывалось давление представителями органов. Привезли меня, в общем, так получается, что в здание СГБ. Ну, там уже и пошло-поехало. И каждые 5 минут каждый человек заходил, каждый по-разному пугал, каждый по-разному говорил, что тебя как соучастницу здесь оставим, ты спасибо скажи, что мы вообще за тобой приехали, что мы тебя забрали, ты бы не доехала бы до Псову, тебя бы на Гудауте там ждали, тебя убить хотели, в общем, ну или там напрячь хотели, ну вот в таком роде, то есть всякие посылы были в мой адрес. Ну, сотрудники, а кто они там еще, все же сотрудники были. Что мы тебя в камеру закроем, бритоголовые какие-то русские тут есть у нас, вот они там тобой займутся. То есть вплоть до того, что уже, честно, мне хотелось умереть в тот момент. Жанна Князева выступает в качестве свидетеля защиты. Ранее Князева являлась свидетелем обвинения, однако на предыдущие слушания не являлась по причине невозможности пересечь государственную границу из-за долгов. В суде оглашались ее показания, из которых следовало, что ее сожитель Демур Ахалая привел в дом неназванного мужчину, который хромал. Незваного гостя, который, по словам свидетельницы, пробыл в доме несколько дней, она не видела в лицо. И в первоначальных показаниях заявила лишь о странной походке гостя, не заявляя при этом о его хромоте. Ну, в общем, они начали меня уверять в том, что они все ему там добра желают, и что я должна говорить, что должна говорить, то, что им нужно больше. В общем, они мне показывали какие-то фотографии людей, которых я должна была узнать, что вот это он был. Я говорю, я не знаю, я не видела. То есть вот это он, вот конкретно прям вот какие-то лица были мне показаны, что он был. Не, ну, кто-то у нас дома был, который, в общем, якобы это он был из них один. Я не знаю, кто у нас дома был, знаю, что кто-то был. Нет, как вы это увидели, когда он появился, подробно скажите, как это происходит? Ну, не знаю, в один день я пришла домой, и он уже там был. Как он появился, я не знаю. Я не общалась с ним. Я с ним вообще не общалась, мы вообще не разговаривали. Вот. И не видела я толком его, и ничего. То ли я ухожу, он спал, прихожу, он спал. Я же не буду заглядывать спящему человеку в лицо, или кто он там, или спрашивать. Ну, сказали раз, не надо знать, значит, не надо знать. То есть мне задавали этот вопрос, когда я была в СГБ. Ну, наверное, следователи, я не знаю, кто они были. Тут много было. Каждый из них не представлялся. То есть вот, да, мне задавали, то есть он хромал неоднократно, он хромал, я говорю, что я не видела, чтобы человек хромал. У него была своеобразная походка, но то, что он хромал, я вообще даже ни разу об этом не заикнулась, чтобы он хромал. Он не хромал. Ну, такая своеобразная круглая походка была. Есть же такие, как медвежата ходят. Ну, хромоты я там не видела. Восстанавливая последовательность событий, по словам Жанны Князевой, 21 ноября, за день до убийства, она с Демуром Ахалая закупила мандарины и вывезла их на реализацию в Сочи, где и осталась ночевкой в своей квартире. Вернулись они только на следующий день, 22 ноября, в день убийства. Возвращаясь к показаниям Князевой о госте, который находился после убийства в ее съемной квартире в Сухуме, важной частью показаний были заявления о том, что мужчине требовалась медицинская помощь. Согласно показаниям Кристины Авицба, Князева обращалась к ней с вопросом о ее знакомом хирурге и сказала, что мужчина, которого привел Ахалая, наступил на гвоздь и нуждается в помощи. Князева данные показания опровергла, заявив, что о знакомом враче спрашивала задолго до рассматриваемых событий по вопросу, касающемуся ее личного здоровья. Они мне говорили, ты видела медикаменты, там врачи какие-то приходили, в общем, какие-то там повязки, уколы, какие-то бинты. Я говорю, ну такого не было, на самом деле не было. И я не замечала, чтобы вообще такое возможно было быть, чтобы человек, который был у нас, он был именно раненый. Я такого не заметила.
Ну, смотрите, там у нас проходная была комната, и когда если б я там на постели своей лежала, скажем, утром, и там есть чуть-чуть такая щель была, там я через щель так вот видела, как он, ну, то есть проходил лицом туда, к окну, то есть, скажем, если кровать вот здесь была, он туда шел, а я была сзади, то есть я его затылком видела, с его походкой. Ну, чтобы я вот так вот, как с вами вот так вот сейчас вижусь, вот так вот лицом к лицу, я его не видела ни разу. Я сказала, что я такого не видела, что раненых людей в нашем доме не было. И даже когда они допрос мне делали, когда я читала перед подписью, я даже акцентировала на том, что говорю, почему вы написали, что он... То есть они, по-моему, написали, что он хромал. То есть я как будто сказала, что он хромал. Я говорю, что я же вам не говорила, что он хромал. Я сказала, что своеобразная медвежья, они сказали, ну это ничего такого страшного в этом нету, мол, вот так вот. И до этого они сказали, что не нужно на это обращать внимание, что это ничего страшного в этом нету. За мазь был разговор дома, за то, что, ну, заживляющая мазь какая-то. Я просто в интернете набрала, какая мазь заживляет раны. Ну, там какой-то список мазей вышел. Все, я просто сказала об этом. Ну, а больше я, кому я могу обращаться по поводу мази или врачей? Я в этом государстве кто вообще? У меня нет знакомых, ни врачей. Я ни у кого... Нет. Как я могу просить у кого-то врачей, если я здесь не местная? То есть я тут не знаю врачей, я не знаю здесь... Ну, нет, я никогда в жизни не могла бы спросить у Кристины за врачей. Или за медикаменты, или за что-то либо. Вообще, это я, еще раз вам повторяю, если даже кому-то это нужно было, если даже необходимо было, у них есть свои языки, у них есть люди здесь местные, у них есть свои врачи знакомые, кому это можно сказать, и они могли бы это сами сделать. Кто я такая, чтобы вмешиваться в какие-то дела? Также Жанна Князева заявила, что показания Кристины Авицбо о человеке, который наступил на гвоздь, были истолкованы неверно. Ну, про гвоздь я, может, сама ляпнула просто, потому что Кристина, ну, она там что-то говорила, что я там пришла к вам, почему вы мне дверь не открыли? Я сказала, ну, не открыли, потому что, говорю, не хотели, чтобы ты пришла. Может быть, я могла ей сказать, чтобы она отстала от меня, чтобы она не приходила. Чтобы она в тот момент, когда она говорила, я говорю, ну не надо, чтобы ты, значит, приходила к нам домой. Я не стала объяснять, почему я ее не пустила домой. Зачем ей подробности? Я сказала, не надо. Вот, и потом она типа, ну что, я говорю, ну не надо, говорю, кто-то там есть дома, я не хочу, чтобы ты заходила. Ну типа такого. Могла сказать, а может и нет даже, я не помню, честно. Князева также предоставила суду переписку со свидетельницей Авицбо, в которой, по ее словам, содержатся подтверждающие ее показания сообщения, опровергающие, по мнению Князевой, ранее данные показания Авицбо. Суд приобщил предоставленные скрины переписки к делу. Мне сказали, что она должна дать показания, она типа пойдет туда. Я ей пишу то, что ты даешь показания, и также я знаю, сколько ты наговорила о том, что я с тобой якобы делилась. Я говорю, побойся Бога, исправь все. Она мне пишет, Жан, я на эту тему говорила уже, я никуда не иду, показания не даю, можешь не переживать. Я говорю, ну, типа, все равно буду давать показания и буду, ну, то есть, и не буду говорить о том, чего не было. То есть это я. И пишу, как ты могла сказать, что Тема просил тебя позвонить мужу Фатимы? Типа, что, ну, ты типа отказала ей, а он все равно почему-то говорит, что ты все равно ему звонила. В этих смс-ках прям вот видно, что она отказывается от того, что она вообще такое говорила. Я ей там 1000 раз вопрос задаю, ты точно подписывала, что ты, ну, то есть читала то, что ты подписываешь? То есть я слышу одно, а ты говоришь совсем другое. Но там же понятно, что она опровергает то, что она говорила об этом вообще. Она говорит, что я не приду в суд. Не приду, но когда я ей вопросы задаю, вы почитайте, там есть вопросы, на которые она ответит, ты чё, типа, мол. Я, мол, посмотрите, вы почитайте просто. Я поэтому не стала читать. Свидетель не помнила некоторые события, мы огласили ее. Ну вот ей напоминалочка, пусть почитает, тогда и вспомнит. Жанна Князева также сообщила, что во время присутствия неназванного мужчины в их с Демура Махалая доме в гости мог заходить только брат Демура, Дато Ахалая. О том, был ли Дато Ахалая знаком с данным мужчиной, Князева не знает. Конечно, наверное, видел, когда зашел, они же все вместе разговаривали. То есть зашел человек, здрасте, а я уже там не знаю, о чем они разговаривали. Знают они друг друга или не знают, я тоже не могу утверждать, потому что они по-абхазски разговаривают.
Может, человек просто зашел и здрасте сказал, там, может, они еще о чем-то разговаривали, я откуда могу знать? Начальник судебного управления Генпрокуратуры Даур Амичба также провел опрос свидетельницы, в котором детально опросил Князеву о постороннем мужчине в доме. Он вам говорил о том, что этот человек наступил на гость? Нет. Он просил вас найти какую-нибудь мазь? Просто за мазь он спрашивал, просто за какую-то заживляющую мазь, но он при этом ничего не говорил. А скажите, вот вы сказали, спортивки было темное, а сверху что было у него? Тоже спортивка, майка? Ну, может, футболка. Цвет не помните? Не помню. Вот на следующий день, когда вы поехали к внуку на день рождения в Адлер, вы с Кристиной по дороге обсуждали нахождение этого человека? Она меня спрашивала, кто что, я говорила, я не знаю, кто и что, и мне не интересно, кто это или что. Я говорю, мне вообще он не нужен, этот человек в доме, зачем он мне нужен? Это и с ней, это вы обсуждали с ней? Ну, могли об этом говорить, обсуждать, зачем мне с ним. Когда она приходила, чтобы двери не открыли, это вот за день до этого или в этот же день, когда вы ездили в Сочи? В дороге она не обсуждали в этот момент, почему ты мне дверь не открыла? Такой разговор был у вас? Она мне как-то вопрос задала, почему я пришла, вы мне дверь не открыли. Да, она машину видела, я ей сказала, ну, я не хотела, чтобы ты в этот момент пришла. Почему, что? Я сказала, что там у нас какой-то гость есть, я говорю, просто не нужно. Она знала уже об этом госте или она тогда первый раз об нем услышала? Нет, она, когда я первый раз говорила, она не знала. Я сказала, не надо приходить. Вы же говорите, что на дне рождения Нестора еще за день до этого обсуждали. Я сейчас не помню, день рождения было до этого или после этого. Я по числам я не помню. Адвокат потерпевшей стороны Инга Габилая также задала свидетельнице уточняющие вопросы, однако по большей части деталей показаний Князева ответить не смогла, сказав, что не помнит подробности тех дней. Помните, пожалуйста, когда вам стало... Я не знаю, когда у меня был гость, какого числа. Ну, уже был. Чтобы сейчас сказать, Дату был дома или нет, вам тоже не Я известно. не помню. Здесь не допрос идет, здесь спор Вы идет. помните, может быть, дату Ахалая в этот день на свадьбе был где-то? Откуда я знаю, мне что, отчитывается? Вот вез день рождения к Нестору тоже не помните, да? А вот когда вас везли к Нестору, вас дату один вез или с Димуром Ахалай? Я не помню, с Тоже кем не вез, помните. кто вез, вообще тоже. Хорошо. Если я не помню, кто вез, зачем вы говорите, с кем вез? Вот вы сказали о том, что сотрудники СГБ просили вас сказать про медикаменты. И вы опасались сотрудников СГБ, да? Я настолько опасалась, что даже когда вот здесь пришли мои показания депонировать, что мне хотелось кричать «помогите», только не знала, кому довериться можно. Вы опасались сотрудников СГБ, да? В итоге сотрудники СГБ на вопрос, что же от вас требовали, вы сказали о том, чтобы подтвердить вот эту ситуацию, связано, что якобы у вас дома находились медикаменты. Такое у вас сотрудники Не просили? только медикаменты. Скажи, что он хромал, то есть человек хромал. Мне давали фотографии. Вот это он, узнай, вот это он же, вот это он же. Вы ознакомливались своим протоколом допроса перед подписанием? Я читала его, но там много чего было не так, как нужно было, как я даже говорила. В части, например, медикаментов, вам задавали такой вопрос про медикаменты, и Я вы не ответили, видела что не было медикаментов. Я да. не видела То и есть, не было. Я не Ну, видела. Я бы значит, у вас- заметила медикаменты, я бы заметила все Нет, равно. я вам говорю, вот вы ознакомливались, вы говорите о том, что я ознакомлюсь с протоколом допроса. Там было не все, так как вы говорили. Однако в протоколе допроса указано, задают вопрос про медикаменты, и вы отказываетесь. Все-таки у вас была возможность говорить, получается, правду. Сторона обвинения ходатайствовала об оглашении ранее данных Князевой показаний. Приехав домой, поднялась в квартиру, зайдя, увидела в зале незнакомого мужчину. Пройдя мимо него, зашла в свою комнату, спросила у Дымура, кто это, на что он мне ответил, что это его близкий друг, у него проблемы, и он поживет у нас пару дней. Я больше не стала задавать вопросов, спросила, как его зовут. Он ответил, что этого мне знать не нужно. После этого я больше из комнаты не выходила. Через приоткрытую дверь я заметила, что тот незнакомый мужчина прихрамывает. На следующий день, 24 ноября 2019 года с утра, я встала и вышла из своей комнаты в зал. Дымур находился в квартире, незнакомый мужчина спал на диване. После чего я совместно с Кристиной поехала в город Сочи к своему внуку на день рождения на своей автомашине. Вернулись из Сочи поздно ночью, по дороге заехали в Пицунду. Когда я вернулась в нашу квартиру в Сухуми, тот незнакомый мне мужчина спал на диване. Я тихо зашла в свою комнату, Димур был там, после чего я легла спать.
Событие 25 ноября 2019 года плохо помню. Помню, что встала утром, незнакомый мужчина находился в зале. Увидев меня, он встал затылком ко мне, скрыл лицо. Из заслушанных показаний Князевой следует, что Демур Ахалая сказал ей, что мужчина, проживающий у них, наступил на гвоздь и спросил, какую заживляющую мазь применить в таком случае. Я нашла в сети интернет подходящую мазь, название вспомнить которой затрудняюсь, и сказал об этом Демуру. В тот день нашего гостя навестил Дату Ахалая. Они разговаривали на абхазском языке, о чем мне неизвестно. Я находилась в своей комнате, через некоторое время уехала по своим делам. Находилась в пределах города Сухум. Когда я вернулась, в котором часу не помню, было уже темно. Незнакомого мужчины в нашей квартире уже не было. Я не стала ничего спрашивать, обрадовалась, что незнакомца уже нет. В общей сложности он провел у нас в квартире 2-3 дня. Могу немного ошибиться в датах его отъезда. Вопрос. Можете ли вы описать того мужчину, который находился у вас в квартире 2-3 дня с 23 ноября 2019 года? Ответ. Я видел указанного незнакомого мне мужчину всякий раз с затылка. Он прятал свое лицо, поэтому с этого ракурса смогла разглядеть лишь некоторые приметы. Рост примерно 172-175 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные, короткая стрижка, форма головы округлая. Даур Амичева также уточнил у свидетельницы изменения в данных ею ранее показания. В ходе по окончанию допроса от свидетеля Князевой заявление, замечание не поступило. Я могла что-то пропустить, может быть, замечание не сделала. То есть сейчас вы считаете, что следователь неверно записал вот эти два момента, правильно я понимаю? В части хромоты. Какие-то моменты я акцентировала, говорила, что это я такого не говорила. То есть в части хромоты вы не поддерживаете, в части того, что Демур вам сказал про гвоздь, вы не поддерживаете, и что вы обращались за помощью врача к Кристине, вы не поддерживаете. Да. Вы это проверяете. Свою подпись в протоколе допроса Жанна Князева признала. У суда также были вопросы к свидетельнице. Скажите, пожалуйста, вам следователь разъяснял вам ваши права в той части, что за дачу заведомо ложных показаний вам есть уголовная ответственность. В этой части он вам разъяснял, учиняя подписи на протоколе. Люди разъясняют, что это, да, вот. А всю ответственность понимаете? Ну, я понимаю, что я врать не должна, конечно. Зачем мне врать? Ну, Вам там, зачем смотрите, вы само следствие меня просило, вот ты должна вот так сказать, понимаете? Вот это не То обращение. есть ты должна, чтобы выйти, чтобы помочь Тимуру, ты должна вот так сказать, ты должна ему помочь, ты понимаешь, что только ты можешь ему помочь. То есть само следствие меня просило вот так сказать, а я на тот момент я тоже сказала, зачем мне говорить то, что не было, что я не знаю, что я не видела, зачем я Сегодня выдала? опасность пропала, так понимать вас говорят. уже В суде много. тот же суд вас предупреждает сейчас об уголовной ответственности, где вы учинили Хорошо, подпись. Заседание прошло в присутствии подсудимого Беслана Бганба, которого ранее удалили из зала суда до прений сторон из-за нарушения порядка. На время допроса свидетельницы ему было разрешено присутствовать. Следующее судебное заседание состоится 4 апреля. Рада Чачава, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.